Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидение, и радио ТИТИМ Саха-Радиото национальной вещательной компании «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Николай Слепцов. У микрофона сегодня ведущий Юрий Сергеев. Здравствуйте еще раз. В нашей сегодняшней передаче в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» предусмотрены меры по поддержке занятий физкультурой и спортом населения. Вот сегодня подробнее об этом во второй части программы выступят представители Общественной палаты городского округа город Якутск. Ну а прямо сейчас хочу представить гостей нашей студии. Это заместитель министра по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия Татьяна Николаевна Пяткина. Здравствуйте. И заместитель директора Дома дружбы народов имени Кулаковского Розалия Ефимовна Колосова. Добрый день. Добрый день. Уважаемые телезрители и радиослушатели, я хочу напомнить телефоны прямого эфира. Вот по ним вы можете задать свои вопросы, если они у вас возникнут в ходе нашей телерадиопередачи, нашим гостям. Это 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Ну что ж, мы начнем нашу передачу. Татьяна Николаевна, вот вам первый вопрос. Хочу задать, конечно. Вот по всей стране прошли, и у нас в республике, в частности, да, праздничные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Великой Победы. Но они еще будут продолжаться, конечно, в течение этого года. Вот. Ну, и хотелось бы, чтобы вы рассказали о той акции, всероссийской акции «В гости к ветерану». Вот в нашей республике, конечно, вот, республика тоже присоединилась, да, к этой всероссийской акции, и довольно активно. Да, совершенно верно. В рамках 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Домом народов России традиционно уже проводит всероссийскую акцию «В гости к ветерану». Второй год в Республике Саха-Якутия проходит эта акция. Ее организаторами выступает Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия совместно с Домом дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского, а также к нам присоединяются национально-культурные объединения республики. Да. Да, и вот у нас ветеранов национально-культурных объединений всего 72 человека. Мы их очень любим, ценим и уважаем. Лично я посетила с моими коллегами, с моей дружной командой замечательную семью Припузовых. Антонина Александровна и Пантелеймон Пантелеймонович, им уже за 80 лет. Очень интересные, я бы сказала, легендарные личности. Антонина Александровна, она является жителем блокадного Ленинграда. И совершенно недавно ее поздравили, вручили ей премию главы Республики Саха-Якутия «Человек труда». Мы безмерно за нее рады. Ее супруг Пантелеймон Пантелеймонович является потомком государевых ямщиков. Отмечу, что его мама родила 12 детей и была первой матерью-героиней Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Это потрясающая семья, которая большое внимание, большой период своей жизни уделила именно общественной работе. А данная акция, она, конечно же, очень необходима. Я уверена, что ее необходимо продолжать с участием молодого подрастающего поколения. Символом данной акции является продуктовая корзина в дань уважения, в дань любви к нашим ветеранам. Представители разных народов вносят свой вклад. Это и якутское варенье, татарский чак-чак, башкирский мед, армянские сладости и так далее. Мы хотим, чтобы наши дорогие ветераны жили долго, счастливо и были здоровы. Да, мы тоже присоединяемся к этим пожеланиям. Татьяна Николаевна действительно нашим ветеранам, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, детям войны, блокадникам, да, и другим категориям, конечно, чтобы действительно жили еще долго и долго, и чтобы они, как говорится, всегда находились вот рядом с нами, чтобы мы за ними ухаживали, да, и все-таки и город наш Якутск, и республика, чтобы всегда знала и помогала, и поддерживала
Вот, их обязательным. Ну, и еще какие вот мероприятия все-таки прошли, их, конечно, было очень много, но я хочу задать вопрос тогда к вам, Розалия Ефимовна, как заместителю директора вот, Дома дружбы народов имени Кулаковского, что еще проходили? Что можете Я вот вспомнить? немного хотела вот по этой акции, по всероссийской акции «В гости к ветерану». Я хочу сказать, что наши национально-культурные объединения очень активно принимали в этом участие. Почему я о них говорю? Потому что они сами находили спонсоров, сами находили своих ветеранов. И вот они, вот наши 15 национально-культурных объединений, они посетили вот 76 ветеранов. Это и ветераны и тыла, и дети войны, и те ветераны, которые, ну, как бы являются представителями этого народа. Вот, например, русская община, вот они вот посетили 17 ветеранов, потомки государевых ямщиков тоже 17 ветеранов. И вот финское культурное общество, они же объединяют блокадников, вот они 6 ветеранов. Ну а наш Дом дружбы народов, конечно, активно включился, и мы в течение года проводили очень много разных мероприятий, но именно вот к 9 мая мы провели такие мероприятия, как республиканский межнациональный конкурс, фестиваль единства народов «Ковала Победу», это тоже с нашими национальными культурными объединениями фестиваль, это фестиваль для школьников. В апреле мы проводили фестиваль, открытый фестиваль для всех желающих, наследники Великой Победы, мы его проводим уже в 3-й раз. Дальше мы 6 мая провели очень, ну, такое расширенное такое мероприятие, которое называется «Вахта памяти. Победный май». И мы в этот день читали стихи, вспоминали представителей национально-культурных объединений в проекте «Не гаснет памяти свеча», вспоминали о своих героях, о своих дедах, о своих отцах, которые были участниками Великой Отечественной войны. У привала мы пели песни, пробовали солдатскую кашу, и в итоге потом вот на площадке перед Домом дружбы народов мы все вместе пели песню о победе, да, там. Так, и у нас есть арт-отряд, мы называем его «Голос дружбы», и вот как «Голос дружбы», «Голос победы» 7 мая мы ездили по дворам, ездили и к нашим представителям национально-культурных объединений и в овощные базы, и тоже вместе с ними пели песни, танцевали, читали для них стихи о нашей Великой Победе. И самым апогеем, да, последним мероприятием к 9 мая это стал концерт «Дружбой народов ковалась победа», который вот мы ежегодно проводим на площади Победы, и там тоже вот все наши национально-культурные объединения, наши коллективы поют песни, танцуют, и горожанам как бы нравится, потому что действительно в деле Победы участвовали все народы, именно единство народов и дружба народов приблизила эту победу. И 11 мая у нас состоялся концерт «Правнуки героев Великой Победе посвящают». Тоже люди приходили, смотрели, как правнуки, внуки выступают на сцене, потому что самое важное — передать об истории, о тех наших героях, нашим потомкам, да, нашим детям, нашему подрастающему поколению. И поэтому, конечно, в этом году очень обрадовало, что образовательные учреждения приняли очень активное участие и тоже вот к нам приходили, присоединялись к нашим мероприятиям. И я горожан, якутян хотела пригласить. У нас
в фойе первого этажа нашего Дома дружбы народов мы сделали выставочный такой вот павильон, где вот рассказали о 80 фактах Великой Отечественной войны. Вы можете там увидеть фотопортреты наших героев Советского Союза, якутян, и также какие факты, как Якутия принимала участие в этой Великой Отечественной войне. Поэтому это же интересно. Пожалуйста, приходите. До сих пор работает, да, экспозиция? Да, до сих пор работает, и она будет работать, выставочная экспозиция. Ну, надо сказать, конечно, вот наша республика Саха-Якутия – это регион с богатой культурной палитрой, где проживают представители 135 национальностей. И вот национально-культурные объединения играют, конечно, особую роль, особенно в таких вот, да, торжественных мероприятиях, знаковых мероприятиях, в сохранении национальных традиций, обычаев, языков. Ну и, конечно, это также укрепляет наше гражданское единство и взаимопонимание между разными этносами. Вот. Ну, победа была общая 9 мая, да, 80-летие встречали, отмечали не только мы, да, но и отмечали на ближнем зарубежье тоже, так, где вот, у кого отцы, деды воевали в Великую Отечественную войну, также отдали свои жизни. Ну вот нынешний год действительно такой знаковый, я бы сказал. Он объявлен годом защитника Отечества в Российской Федерации Владимиром Путиным, президентом России, и главой республики годом защитника Родины в Республике Саха-Якутия. Тоже, конечно, вот будут какие-то мероприятия действительно в этом. Ну и какое значимость, что-то запланировано, наверное, да? Да. Вот, пожалуйста, да, об этом. В целях Татьяна сохранения, Николаевна. да, спасибо. В целях сохранения исторической памяти и в знак глубокого уважения к ветеранам инициативной группой совместно вот с общественными организациями был разработан международный культурно-образовательный проект «Поезд дружбы вместе к победе». Я хочу сказать, что этот проект, он сделан с душой. Некоторых наших представителей даже текли слезы по щекам, когда мы этот проект разрабатывали. Настолько он трогателен, и я считаю, это великое счастье быть участником данного проекта. Этот проект стартует в сентябре с Нижнего Бестяха, станция Нижний Бестях до города Благовещенска Амурской области. Брендированный поезд, в котором поедут представители органов госвласти, общественные организации, национально-культурное объединение, несомненно, Дом дружбы народов, Ассамблея народов Якутии, Молодежная ассамблея, Движение первых, победители республиканского конкурса «Время традиций», проводимого в рамках республиканского конкурса «Мусустар», и еще ряд других представителей, общественников. Мы поедем в поезде, будем общаться, два поколения, старшее и младшее. Будут проходить активности различные, это этноквесты, викторины, мы будем писать диктант победы, будет организована выставка. Старшее поколение будет рассказывать о подвигах, великих подвигах их дедов, прадедов. Тем самым мы хотим, чтобы молодое поколение лучше знало историю победителей. Значит, как только мы приедем в Благовещенск, мы обязательно организуем круглые столы, где будут принимать участие историки, политологи. Мы будем говорить о героических подвигах. Мы планируем пригласить народных дипломатов из Китая, из Монголии, и будем говорить об общей победе. Правильно. Да, будем посещать музеи, возлагать цветы к монументам, памятникам, героям. Ну и, конечно же, финальным этапом станет гала-концерт, на котором будет представлена культура наших стран. И планируем завершить данное мероприятие подписанием соглашений о сотрудничестве между нашими странами, о культурном обмене. Ну, уважаемые телезрители, радиослушатели, времени у нас остается совсем тоже немного. И, уважаемые тоже мои собеседники, буквально около
5 минут. Вот. Ну, в этом году исполняется 155 лет со дня основания Якутской епархии. Это тоже важная дата, да, в истории вообще у нас в республике. Вот. И, конечно, тоже какие-то мероприятия уже запланированы, наверное. Да, мероприятия запланированы, они уже проводятся. Да, состоялся большой пасхальный фестиваль «Золотые купола». Собрал целый зал восторженных людей, да, православные люди очень радуются этому знаковому событию в истории Якутии. Министерство по внешним связям и делам народов совместно с Домом дружбы народов, с Ассамблеей народов Якутии традиционно провели благотворительный концерт «Русь благодатная». Атмосфера была потрясающая, не передать словами. Цель проведения этого благотворительного концерта – это оказание поддержки северным приходам Якутской епархии. Мы считаем, что им просто необходима наша помощь, наше внимание, забота. И такую работу мы, конечно же, проводим. Ну и еще самые основные мероприятия, они запланированы в октябре. Традиционно пройдет Свято-Иннокентийский духовно-просветительский молодежный форум. Да. Хорошо. Ну, теперь у нас декада, да? Русского языка и письменности в нашей республике. Ну, давайте вот на ключевых мероприятиях тоже остановимся вкратце, хорошо. Да, пожалуйста. Да, мы уже третий раз проводим декаду русского языка. Он начинается 24 мая в День славянской письменности и культуры и заканчивается 6 июня Международный день русского языка. И он у нас называется «Великий, могучий, правдивый и свободный». Ну, мы этими мероприятиями хотим обозначить общенациональную значимость русского языка. Об этом говорят все, об этом говорит наш президент нашей вот страны. И поэтому, конечно, наша цель – сохранить русский язык как язык великой державы. Мы проводим различные мероприятия, различные концерты, фестивали. Ну, самый большой из них вот состоится у нас, ну, один из больших, вот 18 мая в 16 часов с любовью к России. Это концерт народного ансамбля русского танца «Ярила в день» и народного вокального ансамбля «Русь» в 16 часов. Подходите. 23 мая «Казачий круг» будет. Это торжественная церемония награждения и концерт победителей регионального этапа Всероссийского фольклорного конкурса в Республике Саха-Якутия. Уже который год подряд проводится конкурс у нас «На крыльях стерха и жар-птицы», которые, вот, кстати говоря, инициировал Александр Григорьевич Подголов, да, ныне председатель Ассамблеи народов Республики. И итоговым мероприятием вот 6 июня мы проведем такой праздничный концерт, который называется «Русский формат». А так будут много мероприятий. Следите, пожалуйста, за нашими публикациями и объявлениями и подходите, будем вас ждать. Татьяна Николаевна, ну теперь вот в ближайшее время мы ожидаем в городе Якутске, что состоится федеральное мероприятие «Сабантуй». Да. Вот как он будет проходить, вот когда? Да, 13-14 июня в городе Якутске, Комсомольская площадь, парк отдыха и культуры и стадион Туймада. Вот эти три площадки, которые будут задействованы во время проведения федерального Сабантуя. Федеральный Сабантуй, мы знаем о том, что это праздник плуга, это завершение весенних полевых работ, это такой очень значимый праздник для татарского народа, и мы очень рады, что это мероприятие пройдет в Республике Саха-Якутия. Если есть время, позвольте я немножко скажу, откуда идея пошла. Была встреча главы Республики Саха-Якутия с представителями национально-культурных объединений, религиозных организаций, казачества, на которой выступил с инициативой председатель татарской общины Туганьяк Халилов Игорь Нагибович о проведении данного мероприятия в нашей республике. Эта идея была поддержана. Я хочу сказать о том, что это не только татарский праздник, это праздник дружбы народов всех проживающих в Якутии. Запланированы культурные, спортивные мероприятия. Если спортивные, то это соревнования по масс-рестлингу, кореш, татарский вид, да, борьбы. Вот. И, конечно же, много активностей для детей.
Вот, приглашаем всех принять активное участие. Ну, я думаю, что, наверное, все мероприятия, о которых мы сегодня говорили, основных, да, ключевых, подробно будут расписаны накануне каждого тогда. Да, вот, конечно. Это будет в средствах массовой информации поданы тоже. Ну, что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, сейчас мы уходим на небольшую рекламную паузу, затем вновь вернемся в студию и продолжим передачу «Якутск сегодня». Сегодня участвовали замминистра по внешним связям, делам народов Республики Татьяна Николаевна Пяткина, спасибо, замдиректора Дома дружбы народов имени Кулаковского Колосова Розалия Ефимовна, спасибо. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. С 5 мая этого года стартовали и будут проходить до сентября утренние зарядки на площадках города Якутска. Зарядки носят название «Начни утро с победы над собой», и они приурочены к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Ну, в эти дни буквально уже активизировались группы здоровья, погода наладилась, солнечное, тепло стало у нас в городе Якутске. Ну, вот, и хочу представить моих очередных собеседников. Это ответственный секретарь Общественной палаты городского округа город Якутск, член Лиги женщин города Якутска, волонтер Якутия с тобой, общественный спортивный инструктор по утренней зарядке Сарглана Борисовна Феоктистова. Здравствуйте. И заместитель председателя Общественной палаты городского округа город Якутск Сардана Анатольевна Протодьяконова. Здравствуйте. Наша коллега. Тоже приветствуем вас. Ну, уважаемые слушатели и телезрители, если у вас какие-то будут вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте их по телефонам 8 411 2 32 2066 и 32 11 66. Ну, давайте с вас начнем, наверное, да, Сарглана Борисовна. Вот я уже сказал, что утренние зарядки, ну, уже практически начались, вот, и группы здоровья активизировались, вот, скандинавская ходьба, те, кто занимается этим видом, да, тоже в парке культуры и отдыха тоже активизировались, действительно, по утрам, особенно по выходным, по таким вот праздничным дням тоже мы видим, да, на улицах нашего города. Ну, с чего бы хотели бы начать свой рассказ, вот все-таки как спортивный инструктор по утренней зарядке? Добрый день. У вас опыт большой проведения таких мероприятий, да? Добрый день, дорогие телезрители, слушатели. С Днем Победы вас, великим праздником нашей страны, который мы отметили недавно, буквально, да, и к этому юбилею 80-летия Победы приурочены все наши мероприятия. То, что вы назвали, «Начни утро с победы над собой». Так называются наши утренние зарядки, которые ежегодно проходят в нашем городе на площадках определенных. Да? Люди очень ждут этого события, когда же начнется. Обычно вот мы начинаем с 5 мая и до 1 сентября проходят наши зарядки. Зарядки проходят под руководством Управления физической культуры и массового спорта Министерства спорта Республики. Я бы хотела назвать человека, который организует эти мероприятия, и назвать ее телефон, чтобы люди могли на нее выйти, если что. Да? Ее зовут Зинаида Егоровна Афанасьева. Она руководитель как раз-таки этих утренних зарядок. Телефон можете записать 42 07 86. 0786. Да, это для сведения, чтобы узнать, где, на какой площадке проходит мероприятие. Да? Ну, обычно отправляют объявления о зарядках. Ну, может, кому-то будет, кто-то пропустил где-то, да, и может позвонить. Это в социальных сетях, да? Да, в социальных сетях и в СМИ, в средствах массовой информации тоже бывает об этом. Так, хорошо, Так, ну, я провожу зарядку утреннюю с 2011 года, я в парке обычно проводила, люди ко мне подтянулись. До этого еще не было утренних зарядок, таких организованных, да? Мы сами по себе занимались, и в 2014 году уже по всем площадкам города Управление спорта решило проводить такие зарядки, потому что был интерес у людей, да? Люди начали заниматься своим здоровьем. Некоторые же не могут в одиночку заниматься дома и так далее, да, как-то
вот хочется, хочется с кем-то даже в кто-то группе, рядом был, чтобы да, это дисциплинирует, как бы, да, когда группы организовываются, обязывает. Человек уже не может как бы отказаться от этого, да, и здоровью хорошо, и организуешься, и дисциплинируешься, и потом эти группы, они очень сплоченные. Вот, например, у нас в городе Скандинавы, да, они очень сплоченные, да. У них целая большая организация. Кстати, наш председатель Матвей Иванович Лыткин организовал это сообщество, да, организатор и, скажем так, руководитель этой организации. В школе 3-го возраста вот я провожу лечебную физкультуру, да, тоже есть своя группа, очень дружные мы. У меня записано вообще и ходило в эти года 180 человек. По моим записям, да. Ну вот сейчас, в данный момент, я хотела бы назвать места, где проходит... Да, пожалуйста, вот это интересует в первую очередь, наверное, наших телезрителей, радиослушателей. В данный момент у нас 5 числа по сегодняшнее число 10 мест было, где проводятся зарядки. Это площадь Победы, 7 утра каждый день, кроме субботы и воскресенья. Стадион Туймада, спортивная площадка ООР, 7 часов тоже проводится, да. На площади Дружбы проходят с 6:30 аж. Талое озеро в 7 часов у нас начинаются зарядки. Парк Победы 7 часов. Площадка Триумфа 7 часов. Площадка школы номер 10 с 6:30. И спортивная площадка 16-го микрорайона 7 часов утра. И с завтрашнего дня, вот с 14 мая, да, прибавляется еще 10 площадок. Это на уличный тренажер Чернышевского, дом 6, с 7 утра, в промышленном округе с 7 утра, площадка Дюсуша номер 3 с 7 часов утра, перекресток Дзержинского, Калевица с 7 утра, площадка Стерха, Можайского, 13 с 7 утра. В селе Хатасы у нас проходит тоже на Юнского, 15, с 7:30. Село Сырдах, сквер Матери. И село Тулагина, сквер ветеранов, с 7 утра будут проходить занятия. Площадка Дюсуша номер 9, Ильминская, 27, с 7 утра. И Дюсуша номер 10, переулок космонавтов Германа Титова, дом 14, с 7 утра тоже будут проходить зарядки. Я провожу зарядку для ума и тела, у нас даже своя эмблема, вот если видите, да. Мои, значит, занятия проходят по субботам, воскресеньям с 8:30 утра, либо в парке мы проводим, либо на Лермонтова, 58. Почему называется зарядка для ума и тела, да? Но чтобы человек не только занимался своим физическим здоровьем, но и... интеллектуально. Да, не то, что интеллектуально, для развития памяти. Да, вот уже это надо с раннего возраста, несмотря на молодость, да, приходят и школьники, и ветераны. Вот, кстати говоря, возрастная категория ветеранной должна же быть, не только пожилые люди там, да? Нет, конечно, там разные люди. С болячками какими-то и так далее. Не обязательно, и здоровые приходят заниматься, и молодые приходят заниматься, да, очень отрадно, что и молодые начали заниматься своим здоровьем. Ага. Но у меня пока так. Да, хорошо. Вот я помню, где-то в начале 21 году, наверное, да, вот у вас был проект, вот клуб здоровья города Якутска, помните, да? Да, такой клуб. Был такой клуб. Да. Ну, вы, кстати, вот средства там за счет средств гранта президента России, по-моему. Да, грант президента выиграли, да, вместе было с медиками. Медики организовали вот хороший проект. Писали этот проект. Продолжить-то можно было сейчас его или как? Ну, наверное, можно было бы как-то. На основе моей зарядки проводили вот это вот. Да, и отзывы были очень такие, да, скажем, да, вот, например, благодарим за ее стремление, ваше стремление, да, вот все-таки Светлана Борисовна, да, за ее стремление быть всегда на высоте ради благополучия, здоровья нации, вот, и вот Светлана Борисовна проводит заключительные, замечательные, значит, гимнастику для суставов и для всего организма, ну, вот такие, вот, понимаете, были отзывы тогда еще, да, ну, думаю, что и сейчас, наверное, тоже есть какие-то положительные отзывы. Конечно. Мы продолжаем нашу телерадиопередачу. Ну, теперь хочу вот, Светлана Анатольевна, вам, как заместителю председателя Общественной палаты городского округа город Якутск. Но я знаю, что в этом году вот завершается уже работа вашего четвертого состава Общественной палаты городского округа город Якутск. Скоро будут набирать новый состав, да? Ну, что бы вы сказали вот? Сейчас вот какие-то, может... Спасибо, Юрий Николаевич, за вопрос. Во-первых, я хочу поздравить всех телезрителей, радиослушателей
с нашим долгожданным юбилеем, с 80-летием Великой Победы. Мы должны чтить и помнить память наших дедов, бабушек, отцов и матерей, которые сделали, не покладая рук, не жалея своих жизней, нам дали возможность вырасти в таком и работать, в такое мирное время и заниматься также общественной деятельностью. Сарглана Борисовна, я еще хотела вот про Сарглану Борисовну, Пожалуйста. Про зарядки. Она не только у нас волонтер-зарядочник, она наш активист, самый главный член общественной палаты, который, как мы, без нее мы как без руки, без ног. Ответственный секретарь. Ответственный секретарь. Еще раз, может, повторим телефон? Да. Чтобы телезрители могли по зарядкам. 42 07 86. Правильно, да? Не ошибся я. Ага, ну вот. Поэтому, общественная палата, конечно, много сделано, вот за этот период. Общественная палата в составе 20 человек в данное время, под руководством Матвея Ивановича Лыткина уже с 22 года, называется 4-й состав, Нынче уже наша деятельность прекращается и набирается новый состав, 5-й состав. И тут бы сразу хотелось пригласить, всем дать информацию о том, что будет набираться новый состав, и можно подать свои документы, от которых мы будем озвучивать, это основные документы, это, естественно, паспортные данные, согласие персональных данных и ходатайство от общественных организаций. Так как мы являемся общественной палатой, то обязательно ходатайство от общественной организации, которая будет представлять данный член, которого выберут. И сразу скажем так, в состав входит 21 член, из которых 7 это состав представляет от главы, список от главы, 7 человек это список от Якутской городской думы, и 7 человек это представители от общественности, получается. Вот таким образом. И заявки, наверное, уже будут приниматься с июня месяца, будут рассматриваться до августа, и с августа уже начнет свою работу 5-й состав. Ага. И мы также в средствах массовой информации, в газетах, также на радио ближе к времени еще раз дадим информацию о том, как же будет проходить этот сбор документов, куда можно их отправить, принести. Это в окружную администрацию города Якутска. А сейчас состав у нас состоит из 20 человек, в котором работают, такие активисты из разных сфер деятельности, и из здравоохранения у нас есть, и из образования, предпринимателей, средства массовой информации также. И мы работаем в 5 комиссиях, все члены, В комиссиях это по социальным вопросам, куда входят вопросы здравоохранения, культуры, спорта, образования и науки. У нас представитель Алексей также имеется из науки, допустим, из ВСФУ преподаватель университета, Комиссия вопросам благоустройства, комфортной среды и ЖКХ. Комиссия по взаимодействию с правоохранительными органами и патриотической работы. Это нынче данная комиссия очень активно работала под руководством Трепши Николая Александровича. Комиссия по развитию МСУ и взаимодействию с общественными объединениями и комиссия по этике и регламенту. Вот таким образом мы работаем. А к 80-летию Великой Победы мы тоже участвовали во многих мероприятиях. Был организован концерт совместно с Русским драматическим театром, куда пригласили ветеранов и тыла, и общественников, ветеранов. Все были очень благодарны и рады. Было более 300 человек. Также зал был полный. Спасибо большое, тут хочется отметить и поблагодарить Русский драматический театр. Также все наши члены участвовали активно во всех мероприятиях, которые были организованы, и сами также организовывали. Допустим, уроки мужества и патриотизма в разных школах проходили, которые проводили наши члены. И также в забеге наследников Победы тоже участвовали.
Светлана Борисовна участвовала. Ну да, конечно. Ага, да, Галина Прокопьевна, Матвей Иванович участвовали в возложении цветов. Ну и в различных, во всех мероприятиях. И также у нас за лето мы, так как мы участвовали в гранте «Народный бюджет», в котором мы победили, да, и очень рады, мы будем озеленять сквер, мемориальный комплекс павшим бойцам, который находится в Центральном округе. И тут же также мы привлекаем всех общественников, и сами, естественно, мы там уже сделали проект, как он будет озеленяться цветами, различными кустарниками, и я думаю, он будет уже выглядеть превосходно. Да, конечно, и оказана большая помощь участникам специальной военной обороны. Конечно, у нас и ярмарки проводили, и концерт, да? Куда мы перечисляли все деньги. У нас несколько членов палаты являются волонтерами также. У нас, вот, пожалуйста, Сеялов Григорий Светлана Борисовна, вы тоже волонтер? Членом СВО, вернее, участником СВО, да. Недавно он вернулся, да, и уже работает. Он тоже активный член нашей палаты. Да. Ну и, конечно, в улучшение работы общественного транспорта тоже все-таки вы внесли небольшой вклад, особенно по изменению маршрутов. Номер Юрий 1, Николаевич да, знает Иркутска, об этом. Да. Внутри города стал ходить этот маршрут. Буквально вернули этот маршрут. Да, маршрут вернули, да, в черту города. Это и тоже автобус номер 12, насколько поступают отзывы от горожан, это очень интересный маршрут. Ну и опять же борьба с наливайками этими, да. Вот. Это первое. Это первостепенная задача, да, вот чтобы поэтому уже молодежь наша была здоровой, действительно, не только физически, да, но и, скажем так, и работа продолжается. Проводятся рейды, это почти ежемесячные рейды, конечно, да. Ну и недавно у нас была комиссия по трудоустройству, да, молодежь. Активно работаем как и с Советом ветеранов, так и с молодежным советом, и с другими общественными организациями, такими как Лига женщин, Совет старейшин. Совет старейшин, да. Тоже с ними вместе заседаем. Города Якутска. Да. С общественной палатой. Ну, я думаю, что итоги, конечно, еще будут подведены, наверное, да, вот в целом работы это мы немножко осветили, вашего состава, да, общественной палаты. Чтобы люди шли к нам, уже готовились. Еще раз хотим рассказать о том, что будет объявлен новый состав, 5-й состав, куда мы приглашаем активных горожан и подавать свои заявки. Ага, ну что, где-то около минуты осталось до конца эфира. Вот хочу, Светлана Борисовна, еще обратитесь к нашим телезрителям, радиослушателям, жителям города Якутска, пожалуйста. Ну, как говорится, свое здоровье в своих руках, да, поэтому призываю всех приходить на утренние зарядки, заниматься своим здоровьем. Будьте здоровы. Ну вот, будьте здоровы, уважаемые телезрители, радиослушатели, приглашаем на утренние зарядки на площадке, на площади, скверы города Якутска. На этом наша сегодняшняя передача «Якут сегодня» подошла к концу. Ее провел редактор Юрий Сергеев. Я хочу вам тоже, конечно, пожелать началом летнего сезона скоро, да, наступлением. Думаю, что все пройдет нормально у нас в республике или доходит, и надеемся, что будет все хорошо. До свидания.